15 февраля на 73-й сессии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам в Женеве были рассмотрены преступления, совершенные Китаем в сфере экономического неравенства, социальной справедливости, образования и культурных прав в Восточном Туркестане, Тибете, Гонконге и Макао. Представители китайского правительства попросили предоставить информацию и разъяснения по этим вопросам. Сообщалось, что Китай направил делегацию из нескольких человек, из официальных лиц, нескольких учреждений, министерств, в том числе из Департамента объединенных действий Китая, чтобы привлечь внимание международного сообщества. В ходе встречи Всемирный уйгурский конгресс и уйгуры и свидетели лагеря из стран Европы, Турции, Казахстана и других стран приняли участие в фотовыставке, раскрывающей преступления Китая, и организовали совместную акцию протеста перед зданием конференции. От имени уйгурских турок Восточного Туркестана Международный союз НПО Восточного Туркестана пожертвовал 1 миллион турецких лир в рамках кампании «Турция – одно сердце». Также сообщается, что к концу этой недели 7 миллионов лир гуманитарной помощи будут доставлены в зоны землетрясений через группы, состоящие из турок-уйгуров на местах. Кроме того, турки-уйгуры, проживающие в Турции, поддерживают усилия по оказанию гуманитарной помощи в Кахраман-Мараше, эпицентре землетрясения. Турецкий религиозный фонд уйгурских турок предложил пострадавшим от землетрясения уйгурский рис, приготовленный на передвижной кухне. В Сенате США единогласно были приняты 2 резолюции, осуждающие Китай за инцидент с обнаруженным в воздушном пространстве страны шаром-шпионом, сбитым американской армией 4 февраля. Аналогичная резолюция, в которой Китай был осужден за инцидент с шаром-шпионом, была единогласно одобрена в Палате представителей Нижней палаты Конгресса 9 февраля. Главный партнер Apple по сборке, компания Foxconn, объявила о создании нового крупного завода во Вьетнаме в знак того, что производитель iPhone переносит производство из Китая. Foxconn подписала соглашение об аренде 45 гектаров земли в индустриальном парке во вьетнамской провинции Бакзянг на сумму $62,5 миллиона. Ожидается, что завод удовлетворит эксплуатационные потребности и увеличит производственную мощность, и на нем будет работать 30 тысяч человек. Администрация Пекина ввела запрет на импорт и экспорт 2 оборонных компаний США из-за продажи оружия Тайваню, с которым у нее есть спор о суверенитете. Министерство торговли Китая объявило, что американская компания Lockheed Martin и дочерние компании Raytheon в области ракетной и оборонной промышленности были внесены в список ненадежных организаций. Парламент Израиля одобрил законопроект, который позволяет лишать гражданства палестинцев, являющихся гражданами Израиля, арестованными по обвинению в терроризме, если они получают деньги от палестинской администрации в поддержку своих действий. Согласно утвержденному законопроекту, эти лица будут считаться отказавшимися от своего гражданства или права на жительство, если они получают финансовую поддержку непосредственно от палестинской администрации или через иностранную организацию.